О настоящем и будущем Якутии поговорим с членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеславом Штыровым. Вячеслав Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, он, конечно, самый болезненный, мне кажется, для Якутии. Регион страдает от пожаров, но сейчас принимаются экстренные меры для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И уже вроде как появляется даже первая камера, да, видеокамера, которая будет наблюдать. Вот это как-то переломит ситуацию, сделает ее более-менее решаемой. Регион-то очень большой, один из самых больших в стране. Налаженная старая советская система, контроля и ликвидации пожаров, она была в свое время разрушена полностью. Теперь она понемножку восстанавливается и создаются структуры по линии МЧС, лесопожароохрана, в том числе парашютные части. Применяется новая техника, вы видели все эти гигантские самолеты, которые вводят в воду. Но это все как бы постфактум, когда уже загорится. Значит, надо организовать хорошую систему мониторинга за тем, что на самом деле происходит. Она состоит из многих элементов. Прежде всего, это, конечно, и космическое наблюдение, и аэрофотонаблюдение, и пункты метео, которые сообщают о ситуации. Но, вот теперь новое слово, в наиболее пожароопасных местах всевозможные средства технического обнаружения, там, камеры и так далее. И за ходом тушения пожаров так лучше тоже следить, как меняется ветер, как он превращается из низовой в верховой и так далее. И поэтому мы считаем, что, конечно, это должно помочь. Надо пробовать современные методы, современные средства, прежде всего превентивно, для того, чтобы Не допускать. Да. А там уже и принимать меры для тушения. Вторая тема, тоже проблемная для региона, это, конечно же, занятость. В этом плане что в ближайшее время будет делаться? Особенно, говорят, страдают именно люди, живущие на земле, да, то есть крестьяне. В Якутии есть специальная программа развития сельскохозяйственного производства. В них есть много элементов. Ключевой элемент – это тотальная массированная поддержка сельскохозяйственных производителей. И на самом деле нет такого субъекта федерации, который столь огромные деньги выделял бы на поддержку своего сельского хозяйства, как Якутия. Конечно, этих мер всех недостаточно, и поэтому в республике существуют специальные планы по развитию разного рода производств в сельской местности. Это и гранильно-ювелирное производство, это и транспортные всевозможные услуги, это переработка сельскохозяйственной продукции. Более 200 предприятий создано по переработке сельхозпродукции. Поэтому, конечно, эти все меры позволяют в определенной степени стабилизировать ситуацию в самом аграрном секторе. Это очень важно, потому что, как вы знаете, отрасль сельского хозяйства – это основа существования этносов. Да. Это основа, будем говорить, сохранения традиций, культурных каких-то навыков. Это еще национальная безопасность, конечно. И так далее. И, конечно, продовольственная безопасность. Но все равно, при этом, особенно применяя современные технологии, надо иметь в виду, что часть людей высвобождается. Поэтому существуют специальные программы подготовки, переподготовки для направления на крупнопромышленные объекты. Для примера могу назвать такой очень удачный, хороший пример, когда действует нефтепровод в Восточно-Сибирь-Тихий океан. Там целая серия насосных станций для перекачки нефти. Это современное, высокоавтоматизированное производство. Эти станции требуют примерно 200 человек на каждую. Получается, там сейчас работает порядка 2500-3000 человек. 95% это все якутяне, которые обучились, молодежь, обучившаяся в Центре подготовки кадров, в Ангарске, Братске, вернувшихся и работает. То же самое специальная программа есть по закреплению кадров в Сургутнефтегазе. Это крупнейший нефтедобытчик сегодняшней Якутии, где люди по заказу Сургутнефтегаза и за его счет отправляются на учебу, в высшее учебное заведение, возвращаются. С другой стороны, местные кадры направляются там на работу. Например, 1/3 примерно состава в Сургутнефтегазе в Якутии – это уже наши кадры. Традиционно наша компания «Алроса» сориентирована в значительной степени на местные кадры. Поэтому работа такая разнообразная ведется. А вот в России начинают активно развивать и арктическое пространство, и Якутия одна из опорных точек. Запуск пилотных проектов должен произойти в 2018-2020 годах, да, насколько я понимаю. Скажите, какие изменения произойдут в реальном секторе экономики тогда в регионе? Понимаете, вот сейчас принята государственная программа
развития Арктики. Новая ее редакция. Она не предполагает пока развитие Арктики, значит, будем говорить, целиком и всесторонне. Потому что не хватает пока средств, и пока и необходимо еще восстановить опорную базу для того, чтобы заниматься комплексным развитием Арктики. Поэтому сейчас в этой программе предусмотрено формирование 8 опорных зон. От Мурманска до Чукотки. Каждая опорная зона имеет свою изюминку, свои главные проекты, вокруг которых строится, значит, все остальное. Вот эти опорные зоны должны послужить основой для будущего комплексного развития Арктики. В разном субъекте по-разному формируются опорные зоны. У нас в Якутии, в частности, опорная зона базируется на 2 крупных проектах. Это реконструкция знаменитого порта Тикси, который находится на трассе Северно-морского пути, и приведение его в нормальное состояние, значит, для того, чтобы он мог быть портом двойного назначения и для вооруженных сил, значит, и для, скажем так, работы Севморпути. Это одна из таких главных центровых баз на Севморпути. И второе, это, как-то не покажется странным, в состав этого опорного проекта входит создание новой судостроительной верфи в районе города Якутска. Там есть у нас знаменитый центр судоремонта и судостроения «Жатай». Казалось бы, это вот на 1500 километров до Арктики. А на самом деле, значит, там реконструкция Жатайской судоверфи, она обеспечивает широкий круг вопросов непосредственно до Арктики. Там мы должны начинать выпускать новые суда класса «Река-море», которые могут работать на реке Лени и выходить в арктическую зону Российской Федерации, в частности, на северном побережье моря Лаптевых или Восточно-Сибирского моря, что существенным образом будет экономить затраты по сравнению с традиционными схемами, когда морские суда подходят, а перегружаются на речные. Там вообще будет массовая реновация, обновление флота. Именно такие проекты оправдывают само название «опорная зона». Вот опора, значит, на которой будет развиваться дальше Арктика. Ну, в Арктике будут происходить серьезные дела. И сейчас уже фактически мы стоим на пороге того, что Северно-морской путь будет возрождаться не только в советских объемах, а даже приобретет совсем новые качества. Это действительно идет подготовка для того, чтобы это стал путь, который связывает Атлантический океан и Тихий. Прежде всего из-за того, что на Ямале на выходе у нас проекты, которые дадут огромную грузовую базу для Севморпути. Это нефтегаз. Порт Сабетта, новый порт, строятся танкера ледового класса, строятся газовозы ледового класса. Один за одним будут сходиться стапелеатомные ледоколы. Ну, представьте себе, там на Сабете, значит, через каждые сутки должен уходить корабль. Новый порт в каждые сутки должен уходить корабль. Это значит, что они должны идти по Севморпути на восток и на запад непрерывно, как трамваи ходят. Значит, так. Поэтому Севморпуть, ну, грубо говоря, образно говоря, должен превратиться в новый Советский канал во льдах. Эта задача чрезвычайно сложная. Но она уже вот практически решается, потому что, вы знаете, первый, значит, газовоз уже ушел у нас, значит, но он пошел пока на запад, где традиционно лучшие пути, а скоро будем мы на восток поставлять. А это значит, весь Севморпуть должен у нас встряхнуться. Все, значит, бывшие пункты и порты, которые раньше работали, начиная, значит, от Мурманска и кончая бухтой проведения на Чукотке, все должны заработать. И вот в якутской зоне у нас Тикси. Значит, идет реконструкция, будет работать. Ну и последний вопрос. Дни Совета Федерации, да, вашего региона, задачи и как вы их решаете? Какие поставили перед собой задачи? Ну, понимаете, у каждого субъекта Федерации свой есть круг возможностей, а с другой стороны необходимый инструментарий для того, чтобы добиться этих возможностей. Ну, например, в Якутии сейчас действует программа до 2020 года развития. Но 2020 год вот рукой подать. Значит, это первая в нашей стране долговременная стратегическая программа развития одного субъекта Федерации, утверждена в 2007 году правительством Российской Федерации. Это, если хотите, эксперимент, опыт, как долгосрочное планирование как такового, применительно к субъекту Федерации, и он должен быть распространен на другие субъекты в целом в стране, потому что вы знаете, что у нас закон о стратегическом планировании заморожен.
но его надо возвращаться к нему и так далее. Этот опыт накапливается. Но начинается новый этап. Правительство Якутии уже как бы смотрит на новые горизонты. Они утверждают себе программу, там, рассчитанную до 30-35 года по некоторым направлениям. Ну хорошо, значит, все это обдумали. Значит, как бы, что такое программа? Это желаемый образ. Его надо достичь, надо пройти путь. Для того, чтобы достичь, нужны средства, при помощи которых будешь достигать. В том числе изменения в законодательстве по тем или иным вопросам. По вопросам, которые препятствуют развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства. По социальным вопросам, для того, чтобы поддержать людей. Значит, и поэтому вот Субъекты Федерации, которые проходят дни в Совете Федерации, они обязательно ставят вот эти главные свои вопросы. Они говорят, вот у нас цели, вы решите для нас такие законодательные вопросы. Но для того, чтобы было так, от таких теоретических рассуждений перейти к практике, вы знаете, давно ставился вопрос о тарифах на электроэнергию. Ну, решен он, решен. Давайте посмотрим прошлые дни Республики Саха-Якутия в Совете Федерации. Он ставился, ставился. Или вот совсем недавнее решение о обнулении ставки НДС для олова. Это тоже ставили Хабаровский край, и в том числе, когда дни свои проводил. Это ставила, значит, и Еврейская республика, автономная, и Республика Саха-Якутия. Решился. Ну, а если бы не было такой активности, если не было встреч, обсуждений, значит, вполне возможно, что этот вопрос так бы в туне где-то и завяли. Поэтому я считаю, что вот эти дни, они, с одной стороны, показывают, что может, чего достигла наша республика, и, с другой стороны, они ставят проблемы, вопросы, которые надо решать на федеральном уровне. Вячеслав Анатольевич, большое спасибо за интервью и всех благ вам в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо.